Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто положил на вас глаз? Кому вы очень сильно нравитесь? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим. Кто положил на вас глаз? Кому вы очень сильно нравитесь? Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Не знаю, с какой стороны начать, с левой, с правой. Давайте, наверное, с правой. Здесь человек похож на птицу и тройку рисует. Человек, с кем вы недавно познакомились, либо человек, с которым вы недавно в общей компании находились. Но опять же, показывает как новое лицо. Новое, как птенец, понимаете, только познакомились. Либо человек младше вас по возрасту, ниже вас ростом. Ну вот выглядит как, не знаю, маленькая птичка, да, птенец. Вот может быть это ваши отношения, может быть вы так посмотрели и сказали, мелковат, да, либо слишком юный. Как-то вы пренебрежительно к нему отнеслись, но вы ему очень сильно понравились. Прям не то чтобы понравились, прям в сердечко ему попали. Человек при виде вас прямо торопел, скорее всего, и дрожь по человеку пошла, да, вот по всему телу дрожь пошла. Прям произвели невероятное впечатление, я бы даже сказала, ядерное впечатление произвели на этого человека. Ой, как же вы ему нравитесь, как же... Теперь он думает о вас день и ночь напролет, бабочка в голове, постоянно вспоминает, возможно, разыскал вас в соцсетях, любуется вашими фотографиями. Вы для него богиня. Богиня, и этим все сказано. Этот человечек еще будет искать ходы-выходы в вашу сторону. Вижу, что человек обязательно еще с вами встретится. По любой причине, по любой надуманной причине. Он вас найдет, он подход к вам будет искать. Ну а дальше посмотрите, что из этого выйдет. Внешний человек, ну так себе не очень, но с правой стороны, значит, в человеке есть очень сильные качества, либо этот человек может вам действительно дать то, чего вы ищете, то, чего вы хотите. Не обязательно мы говорим там про любовь и страсть, может быть даже какую-то помощь оказать, либо быть вам весьма полезным человеком по жизни. Да, может быть, вам удастся перевести вот эти его чувства в дружеское русло. Ну, в общем, не гоните от себя, троечки показали, то есть человек не просто так вам встретился и не просто так загорелся к вам чувствами. Что-то из этого может получиться. Ну, по крайней мере, дружба точно может получиться. Так, с левой стороны здесь несколько парней, ну, мужчин, которые из-за вас, скорее всего, ссорятся и ругаются. То есть вы сразу нравитесь двум мужчинам. Они постоянно о вас говорят, и каждый из них на вас претендует. Но они никак не могут договориться, да, кому же вы, по идее, должны достаться. Они постоянно ругаются из-за вас. А у кого-то отыграется, что они даже подрались из-за вас. Вот вспоминайте, кто недавно там с фингалом ходил, либо там с подбитой и разбитой губой, со сбитыми костяшками на руках. Ну вот два друга, два товарища из-за вас ругаются. И смотрите, ни один и ни другой не подходит, хотя оба испытывают к вам, ну не просто симпатию, такую безумную симпатию, очень сильное притяжение. То есть вы двоим нравитесь, но
ни один из них не подходит, потому что они никак не могут договориться, кому же вы должны достаться. Вы точно их знаете, может быть, на работе ваши коллеги, может быть, опять же, в каком-то коллективе, в компании. Но они явно друзья. Вот два мужчины, два друга, причем лучших друга. И видите, из-за вас они сейчас ссорятся, еще и дерутся. Ну, правда, очень вы нравитесь и одному, и другому. Я даже не могу сказать, кто больше в вас влюблен. По-моему, одинаково все идет. Единственное, что с левой стороны, что может произойти? Они могут либо разругаться из-за вас, и ни один из них к вам не подойдет, и они сами поссорятся, больше никогда не будут общаться. Либо они договорятся так, что наша дружба, она как бы более важная, либо в приоритете должна быть. Мы же там мужики, мы же там братаны, да, давай договоримся так, что мы оба не будем претендовать, ну, типа на вас не будут претендовать. И так может решиться. Я не вижу, чтобы эти мужчины вам открылись. Я не вижу, чтобы кто-то из них начал за вами ухаживать. Вот они будут наблюдать, они будут страдать от неразделенной любви и страдать от того, что они друг с другом ругаются, потому что не могут вас поделить. Но это точно есть. Вот недавно вот точно за грудки друг друга хватали, и, скорее всего, один даже какие-то травмы получил, да, какие-то следы на нем есть. Разбитая губа, подбитый глаз, сбитые костяшки. Вот вспоминайте, вы точно видели. Вот ругаются, ссорятся из-за вас. Но слева это все происходит. Так, еще кто положил на вас глаз? Вот сейчас будет очень пикантная информация. Она не у всех отыграется, но я должна вам сказать. Девушки, женщины, у кого есть парень, либо муж, мне показывают мужчину, отца. Я так понимаю, что отец вашего парня, либо отец вашего мужа. У него на вас глаз горит, у этого мужчины, взрослого мужчины. Вот неважно, сколько вам лет, но мне показывают, что он отец. И вам якобы он, получается, отец, да, ну, названный отец. Если вы вышли замуж, то, получается, вы его тоже папа должны называть. Ну, а если парень, то будущий отец. Вот вижу, что этот мужчина на вас глаз положил. Вы его невероятно будоражите именно вот в плане интимности. Безумно нравитесь и безумное желание к вам. Ну, как говорят, да, седина в бороду, без ребро. Ну вот по такому принципу. Не у всех, еще раз говорю, отыграется, у кого-то конкретного. Девчонки, мужик настолько вот ошалел от страсти к вам, что я бы на вашем месте сама бы с ним дома не оставалась. Да? Либо там, в машину вдвоем не садилась бы, никуда бы не ехала. У него явно крышу рвет, и он уже себя не контролирует. Ну, там, кризис среднего возраста, в таком ключе информация идет. С этим ничего не поделать. Тут никакие ни доводы, ни аргументы, ни призывы к совести, ничего это не сработает. Единственное, что поменьше общаться, пореже встречаться. Только в таком ключе вы можете себя обезопасить. Вот. Мужу либо парню говорить о том, что твой папа на меня глаз положил, тоже не вариант. Ну, не поверит, ну, либо еще там начнет ревновать, не дай бог, еще там друг друга они что-нибудь с друг другом сделают. Поэтому лучше дистанцироваться как можно дальше и минимизировать контакты и общение. Потому что, да, уже очень сильно он вас желает, этот мужчина. Ну, типа папа, в кавычках, да. Ведет себя совершенно не по-отцовски. Фу-фу-фу. Но что поделаешь, вы настолько прекрасны, что мужик потерял и дар речи, и сознание. Это все потерял. Да, совесть, стыд, благоразумие, все потерял из-за вас. Прям взрослый-взрослый. Ну вот как отец. Он вам тоже, возможно, по возрасту в отцы годится. Может, даже и того старше. Дедушке, может быть, годится. Но прям очень вас сильно хочет. Уа. Так, ладно. Я вас предупредила, вы уж там сами смотрите. Идем дальше. Мужчина-стрелец. Скорее всего, знак зодиака. А может быть, фамилия что-то со стрельцами связана. Ах, мужчина, он вас где-то видит, периодически где-то видит. Он ничего о вас не знает, ни имени, ни фамилии, ни кто вы, ни что вы, ни про вашу личную жизнь. Ничего не знает этот мужчина про вас. Он вас периодически как-то украдкой и мельком видит. Может быть, одними маршрутами вы с ним ездите там, на работу, с работы. Может быть, вы куда-то ходите, спортом занимаетесь, там,
пару раз в неделю, и он в это время спортом занимается. Прям очень вы ему нравитесь, но он не свободный. Вы четко показали, что он не свободный. Скорее всего, еще и ждет пополнения в семействе, да, может быть, жена беременна. Очень вы ему нравитесь, очень его тянет, но он себя будет сдерживать. Мужчина красивый, мужчина видный, фигура очень красивая, лицо очень миловидное, ну прям красавчик. Красавчик. Смотрите, почему показали этого мужчину? Показали слева, но показали с каким-то продолжением. Не сейчас, но через там какое-то определенное количество времени, там пару, может быть, месяцев, вас судьба с ним еще раз сведет. Но сведет уже более как-то плотно. Прям плотно-плотно сведет. Мне почему-то кажется, что у вас какая-то любовная связь будет. Я не буду утверждать, но очень похоже. Ну, такие знаки, знаете, которые про любовную связь говорят. Не сейчас, не в ближайшем обозримом будущем, попозже, может быть, в следующем году. Вижу, что судьба сведет. Вы друг другу радость должны подарить. Радость. Вот делайте с этим, что хотите, принимайте, как хотите, но вижу, что радость должны подарить. Не сейчас, но попозже. А сейчас он на вас глаз положил, прям любуется вами, глазами поедает. Но он красивый, он правда красивый. Не знаю, как вы такого красавчика еще не заметили, но всему свое время, все еще придет. Так, дальше, кто положил на вас глаз? Но здесь очень похоже на профессиональный интерес с правой стороны. Профессиональный, причем от мужчины и от женщины. Возможно, они вдвоем вас рассматривают, вашу кандидатуру рассматривают, а возможно даже так, что женщина пытается мужчине донести информацию о вас. То есть вы женщине нравитесь, а женщина уже как мужчине словечко замолвит и вызовет у него интерес к вам. Но это да, с профессионализмом что-то связано, с вашей работой, с вашими способностями, с вашими природными данными. Вот кому-то вы прям очень зашли. Может быть, вы недавно на интервью ходили, на собеседование. Да, кому-то прям понравились, какой-то женщине понравились. Она такая думает: о, классная девчонка, да, надо брать. И вот она мужчине все уши уже прожужжала, и мужчина тоже уже очень заинтересовался и думает, вот как бы, да, с вами пообщаться. Если вас приглашают на работу, и приглашать будет женщина, и еще там мужчина будет что-то решать, соглашайтесь. Соглашайтесь. Они к вам, во-первых, очень хорошо будут относиться, с уважением, с почетом, ценить вас будут. И люди они очень хорошие, ну в прямом смысле очень хорошие люди. Женщина и мужчина очень хорошие. Возможно, кстати, они и пара. Муж и жена, может быть, да, он там директор фирмы, а она там начальник по персоналу, либо там зам его. В любом случае, вы понравились, на вас положили глаз, именно как на профессионала. Хорошее предложение от них получится, и вам бы его рассмотреть. А желательно, конечно, согласиться. Вас точно не обидят, и вы карьеру построите, и зарплата будет хорошая, и коллективчик очень приятный, добрый и открытый. Ну и начальники адекватные. А это, ребятки, самое главное, да, когда начальники адекватные. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.